В селе Устье Сунтарского улуса семья Умаровых разводят пернатых кур, гусей и уток. С каждым днем их хозяйство размножается. Подробности смотрите в следующем сюжете. У Дины и у Мирбека Умаровых настоящий птичий двор. Тут и куры, гуси, утки, индоутки, даже пекинская утка и всеми любимая добыча охотника – дикая кряква. И все это находится в пределах одной усадьбы села Устье. 2 года назад они приобрели 15 кур. Потом уже хозяйство начало возрастать. Сейчас у них более 500 птиц. Мы начали разводить. Потом решили, попробуем-ка мы развести еще больше, чтобы у нас получилось, чуть-чуть больше. Понравилось. Купили, говорю же, 1 инкубатор купили. Понравилось. Вроде бы за малышами, там все, смотришь, как растет, смотришь, как это. Соответственно, как кормишь детей. Пшено покупали, яйца. Вот, малыши так кушают нормально. А потом уже как-то дальше больше из своих пошли закладывать в инкубаторы следующие. И вот получилось, что уже прибавление, да. Как мы видим, хозяева этого хозяйства любят экспериментировать. И потому у них очень много разновидностей. Даже куры у них якутские, украинские, иркутские. А на днях они привезли из Казахстана бройлеры. Птицы каждый день дают по 80 яиц. Большинство яиц уходит для продажи местному населению, а остальные для размножения с помощью инкубатора. При этом наши земляки проводят маленький эксперимент по применению кормовых добавок из местного сиолита, которые должны увеличить яйценосность кур. В данное время в связи с увеличением хозяйства хозяин птичьего двора планирует строительство каменного здания птицефермы. Какая-то поддержка была бы именно кормами. Прямое, да. Что-нибудь. А потом, если действительно, если говорить может, тогда и для населения работать можем. Если говорится о том, что, например, птицефабрики, да, я говорю, птицефабрики, хорошо, когда это вот бройлеры, да, там цыплята, там вот эти вот, как его, яйца. Зато утки. Утки не каждый на охоту пойдет. Конечно. А потом дикая утка и домашняя утка вообще разные. А гусиное мясо, а индоутки мясо. Почему бы это не наладить какое-то по выращиванию и по забою это получается хотя бы наша продукция, пусть будет даже в Сунтарском улусе. Если таким темпом, энтузиазмом будет возрастать птичье хозяйство и при оказании помощи в строительстве птицефермы от администрации улуса и сельхозуправления, то в скором времени сунтарцы будут приобретать кур, гусей, уток и индоуток отсюда. И у нас появится местная птицефабрика. Мария Кабелянова, Артемий Сергеев, НВК Саха, Сунтар.